Россиядин прокуратурадин работник Ренрикус, райондин прокуратурада пешекарлин иқаз талуқарна совещание клефена. Адан Колахта муниципальный райондин депутатный собраниедин председатель Штибек Мехамедханова, прокуратурадин ветеранри, вакайда канун хизвай органерин руководитель Иштракна. Мярекат райондин прокурор Фархат Акимова Летхана. Добрый день, уважаемые коллеги, приглашенные, присутствующие. Хотел бы сегодня, 12 января, поздравить всех коллег и ветеранов органов прокуратуры 295-летним юбилеем прокуратуры Российской Федерации. Пользуясь случаем, конечно же, хотел бы обратить внимание присутствующих на определенные положительные достигнутые успехи в работе прокуратуры Сулейман-Старского района за истекший 2016 год, учитывая, что практически наш день и праздник совпадает с началом наступления Нового года, поэтому в этом плане нам поудобнее подводить итоги работы в целом по направлениям деятельности. Так, обращаю ваше внимание, что в 2016 году прокуратура района проведена значительная работа по защите прав граждан. Отмечу особенно детей, несовершеннолетних, ветеранов и инвалидов, работа по борьбе с преступностью. Большое внимание уделялось повышению эффективности надзорной деятельности, реальному устранению нарушений закона и привлечению виновных к соответствующей ответственности. Так, прокуратура района в 2016 году при осуществлении надзора за исполнением федерального законодательства выявлено почти 3000 нарушений различного законодательства, в целях устранения которых направлено в суд только 326 исковых заявлений, которые все удовлетворены. Подготовлено 380 представлений. По инициативе органов прокуратуры за допущение различного рода нарушений привлечено к дисциплинарной ответственности только более 400 должностных лиц. 36 лиц по нашей инициативе привлечены к административной ответственности. Так, в определенной степени приведу некоторые примеры результативности надзорных мероприятий. По результатам проведенных проверок в 2016 году по фактам ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию детей, что не характерно вообще в целом для нашего региона, но тем не менее подобные факты имеют место. По фактам ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию детей, сопряженных с жестоким обращением с несовершеннолетними. По результатам таких проверок установлены два факта, когда родители выпивали спиртные напитки в присутствии несовершеннолетних детей, не интересовались их поведением и учебой, проявляли в отношении них неприязнь, устраивали скандалы, вынуждая их уходить из дома и ночевать у родственников. Отсутствие заботы об их здоровье, воспитании, несоблюдение личной гигиены ставило детей под угрозу. Такие факты были выявлены в селе Ортасталь и Шагасталь-Казмаляр. По таким фактам по нашей инициативе были возбуждены уголовные дела, и виновные, так называемые нерадивые родители, привлечены к уголовной ответственности. В части результативности проведенных мероприятий исполнения бюджетного законодательства, обращу ваше внимание, что по материалам прокуратуры в 2016 году возбуждено уголовное дело по факту незаконного получения гранта в размере 1 миллиона и 100 тысяч рублей путем оформления поддельных официальных документов в рамках государственной поддержки начинающих фермеров. Помимо того, по факту незаконного получения пенсии по инициативе прокуратуры района возбуждено уголовное дело по факту получения более 131 тысячи рублей в связи с незаконным начислением пенсии по потере кормильца. Несколько дел возбуждены по инициативе прокуратуры района по фактам незаконного получения пособий безработицы, обращения, представления в Центр занятости района
поддельных документов и недостоверных сведений об отсутствии занятости. В 2016 году с участием работников прокуратуры района Сулейман-Старским районным судом рассмотрено 136 уголовных дел, по результатам рассмотрения которых практически все виновные привлечены к уголовной ответственности. Так, приведу пример. К длительному сроку лишения свободы осужден житель селения Шагасталь. Я намеренно не привожу и не указываю фамилии данных. Житель селения Шагасталь за совершение насильственных действий сексуального характера в отношении 16-летней девочки. С учетом личности подсудимой и обстоятельств совершения преступления судом назначено наказание виновному в виде 14 лет лишения свободы. Житель селения Гериханова в 2016 году судом осужден к 16 годам лишения свободы за убийство своей супруги и покушение на убийство соседа. Житель села Касумкент осужден к 12 годам лишения свободы за убийство своего отца. Но это одни наиболее такие резонансные дела, которые имели место быть рассмотрены в 2016 году и нашли положительное разрешение. Абсолютно полностью была доказана виновность указанных лиц. По всем указанным делам обвинение поддерживалось лично мною. И вот такие результаты были достигнуты. Помимо этого, в 2016 году прокуратурой района было утверждено обвинительное заключение в отношении индивидуального предпринимателя по факту уклонения от уплаты налогов. По результатам рассмотрения уголовного дела не только виновное лицо привлечено к соответствующей ответственности, но и удовлетворен иск прокуратуры района о взыскании с указанного предпринимателя неуплаченных налогов в размере 3,2 миллиона рублей. Результат координационной деятельности и активной работы правоохранительных органов района в прошедшем году наблюдается значительное снижение общей преступности в районе, которое составляет минус 25,5% по сравнению с 2015 годом. В этом же ключе отдельного внимания заслуживает работа силовых структур по борьбе с террористическим подпольем в районе. Благодаря слаженной работе указанных органов в 2016 году удалось полностью уничтожить террористическую группу, действующую, орудующую в течение нескольких лет на территории Сулейман-Старского района. Но, к большому сожалению, не обошлось в этой работе и без потерь среди сотрудников правоохранительных органов. Мы, конечно же, чтим память сотрудников ОВД по Сулейман-Старского района Яхьяева Германа, Ханбабаева Джалалдина. Убежден, что основные задачи прокуратуры, среди которых эффективная и своевременная защита прав граждан и интересов государства, обеспечение единства правового поля, борьба с терроризмом, преступностью и коррупцией, будет впредь успешно решаться благодаря слаженной совместной работе наших сотрудников. Отметив положительную работу прокуратуры района в истекшем году, я бы хотел отметить, что 2 оперативных работника прокуратуры района поощрены приказом Генерального прокурора России, 2 оперативного прокурора поощрены правами прокурора субъекта прокурора республики, нашего субъекта Российской Федерации. Я бы хотел от своего имени и от всего коллектива Сулейман-Старского района сегодня еще раз поздравить всех коллег, а также ветеранов в лице Алибега Магомедагаевича, который многие годы трудился в Сулейман-Старском районе, 10 лет являлся в свое время прокурором Сулейман-Старского района, который оставил большой положительный опыт после своей деятельности. И хотел бы, Алибег Магомедагаевич, чтобы вы поделились своими пожеланиями в адрес наших с вами коллег сегодня. Первым долгом я поздравляю всех с этим великим праздником в работе прокуратуры.
Органы прокуратуры в иерархии государственных органов занимает особое место и особое положение. Не зря при создании этого органа царь Петр Великий, Петр I назвал его оком государевым. Это накладывает огромные и ответственность на этого органа, на каждого из нас всех. Я себя не исключаю до сих пор из числа органов прокуратуры, поскольку это прокурор говорит на всю жизнь. Конечно, вот то время, которое я работал, сравнить, если хотя прошло недолгое время, несравнимо и техническое состояние прокуратуры, и вот это здание такое прекрасное. Когда я пришел, была как вот лачугой назвать невозможно, нельзя было, но такое неказистое здание с печным отоплением. Утром, когда печь топили, я час-полтора выходил на улицу, потому что из-за дыма невозможно было в кабинете сидеть. Потом тихо-тихо, тогда и средства не были, не выделяли средства. И такое внимание не обращают технической оснащенности. И не было такой технической оснащенности во всех прокуратурах, в том числе и у нас тоже. Одна маленькая пишущая машинка, вот секретарша наша помнит, то я у нее брал, то она брала, она вот так вот мы печатались. Сейчас очень молодой коллектив, я рад, что главе с прокурором района добивается успехов, значимых успехов, и в республике находится на таком видном месте, это прокуратура. Первым долгом я хочу отметить то, что вот с приходом прокурора нового он создал условия для работы всех своих работников. Намного улучшил, произвел капитальный ремонт. Любо-дорого смотреть на эту прокуратуру и снаружи, и внутри. И, естественно, обязывает каждого из вас, мои дорогие, в этих кабинетах работать, естественно, лучше. Я долго не буду держать ваше внимание. Я буду всегда рядом с вами, если я где-то смогу вам оказать какую-то посильную свою помощь, я буду очень рад. Успеха вам в вашей тяжелой работе, в вашей ответственной работе. И самое главное, здоровья, согласия в семьях и всех благ вам земных. Спасибо. Спасибо. Вам еще раз вас поздравляем. Спасибо за принятое участие. Штбек Джангумович. Я, честно говоря, вот, сегодня с утра вот всех вот наших вот, друзей, работников прокуратуры, вот, которые практически работают всегда на посту, вот, начал звонить. И сегодня на посту. Я действительно вот, хочу сказать, за последние годы совместной работы вот, муниципалитета вот, Сумастровского района достигли вот, достаточно солидных результатов. Огромную помощь со стороны вот, правоохранительных органов, потому что вот, прокуратура это орган, который вот, находится все законы для исполнения под надзором. Поэтому наша уверенность в том, что вот в этом году, если так взять, посмотреть, поставлены задачи, выполнены на 108%. Я имею в виду то, что вы тут коснулся, кто налоги не платит, это позже основной момент, это больше коснулось Сумастровского района. Если кто-то думает, сегодня без правоохранительных органов кто-то может работать, это государство не будет существовать. Особенно если этот закон не будет действовать, которые приняты. Это как раз под контролем непосредственно прокуратуры. А так мы совместная работа, вот как у нас получилось, действительно вот в прошлом году
Мы коснулись вот таких важных объектов вот, совместно с прокуратурой и другими правоохранительными органами по части водовода, вот, акцентировал на уровне республики, вот, по своим линиям доведено до первых лиц. И по части школы, по части спорткомплекса, ну, они получили вот сегодня, в этом году, кое-какие-то вот толчок вот для завершения вот в этом году вот и школу, вот, и водовод, который будет Косункенту воду давать. Хотя этот вопрос не касается так вот прямую вот для правоохранительных органов, непосредственно они всегда стоят вот рядом. Вот в совместной работе вот всех федеральных служб вот мы могли вот так вот четко вот и поставить задачи и принимать решения, и спокойствие в районе в этом и заключается. И мы можем и дальше двигаться вперед. Я от имени вот, депутатов, от имени вот, администрации Сумоставского района хочу поздравить вас с этим днем прокуратуры. Я думаю, в дальнейшем наши вот, взаимоотношения и совместный труд это на благо это Сумоставского района принесет свои плоды. Успехов вам, здоровья и дальнейшего благополучия. Спасибо. Спасибо большое, Шпигель Иванович. Грам Османович, начальник отдела внутренних дел ОДЭП Сумоставского района. Приветственный адрес это Сумоставский. Спасибо большое. Сегодня приятный день у вас. Я от души, от себя, от своего личного состава хочу поздравить ваш коллектив, больших успехов вам, взаимодействия нам хорошего в этом году, карьерного роста вам всем от души, всех земных благ и семейного благополучия. От души поздравляю еще раз. Спасибо. Спасибо. Арсен Маханович, наш сотрудник территориального подразделения ФСБ. Хочу от себя, лично от коллектива отдела ФСБ, поздравить коллектив прокуратуры Сумоставского района с их национальным праздником. Пожелать вам большой жизненной энергии, чтобы вы достигали еще больших успехов. А кроме успешной работы, хочу пожелать вам и хорошего отдыха, чтобы вы могли зарядиться для достижения поставленных целей, для других положительных свершений. Спасибо. Спасибо большое. Давлетхан Алексеевич, руководитель межрайонного отдела Следственного управления Следственного комитета. Тоже лично от себя и от коллектива нашего отдела поздравляю вас всех с этим вашим профессиональным праздником. Крепкого здоровья, хочу пожелать успехов, карьерного роста вам всем. Спасибо. Председатель суда Магомедзаин Юнузович у нас в отпуске, исполняет обязанности. Нельзя, если можно будет ваши. В этот день прокуратуры я хотел бы поздравить от лица Сулейман-Стальского районного суда, всех работников прокуратуры, вас, пожелать успехов, чтобы двигались, держались до того вектора, который задан нам руководством страны. Успехов вам, всего самого доброго. Спасибо. Ну, я думаю, из сотрудников прокуратуры района предоставить слово Ямудину Касимовичу Исмаилову. Человек, можно сказать, родился прокурором. День прокуратуры, у него сегодня 50-летний юбилей плюс к этому. Поэтому, Ямудин Касимович, мы вас, конечно, все поздравляем. Поздравляем и с вашим личным событием в жизни, и с Днем прокуратуры, конечно, желаем вам личного счастья, всего наилучшего. Ну, думаю, тоже выскажетесь относительно Думаю, что нашего праздника. праздник не только прокуратуры района и охватывается и Российской Федерации, так что вчера нас президент также поздравил, думаю, что мы тоже присоединимся к этим поздравлениям, потому что четко и ясно сказано, что закон для всех приписан, чтобы в нашей стране был порядок и орган прокуратуры свое место занимал достойно и продолжал этот путь, начиная с Петра Великого. Спасибо. Да, спасибо. Ну, еще раз весь коллектив прокуратуры района поздравляю. Поздравляю наших коллег с органов прокуратуры республики. Желаю всего наилучшего, успехов каждому в своей профессиональной деятельности, потому что так или иначе мы все взаимосвязаны и нацелены на достижение общих задач. Цель одна единая – восторжествование и верховенство закона. Спасибо. Спасибо всем.